Продолжаем эфир нашего телеканала выпуском новостей и коротко о главных темах. 2 десятка новых зараженных коронавирусом выявили в столице Якутии. Прорыв дамбы крупного предприятия привел к размыву трассы в Ленском районе. Якутян призвали принять участие в патриотической акции «Голубь мира» в День Победы. «20 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. Теперь в регионе 331 официально подтвержденный результат на COVID-19. Об этом рассказал глава СН Николаев в ходе ежедневного брифинга. Также за сутки после полного выздоровления выписаны 2 человека в Алдане. 20 новых случаев заражения выявлены в Якутске, 5 из них в Якутской офтальмологической больнице. Служебное расследование по факту массового заболевания людей новой коронавирусной инфекцией по Якутской офтальмологической республиканской больнице практически завершено. И можно прямо назвать, что причиной явилось несоблюдение со стороны руководства больницы приказов Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия о мерах по санитарной безопасности учреждений здравоохранения. К сожалению, вот целый перечень мероприятий не были проведены или были проведены халатно. В результате этого, еще раз говорю, мы имеем массовое заражение людей. Причем не только в самой больнице, но и уже далеко за ее пределами. Между тем продолжается вывоз вахтовых рабочих с ЧНД. Сегодня утром из аэропорта Талакан вылетели в Уфу еще 2 спецрейса, организованные компанией «Стройтрансгаз». Домой возвращаются 200 жителей Башкортостана, у которых закончилась вахта, отсутствуют признаки ОРВИ и анализы на новую коронавирусную инфекцию отрицательные. За предыдущие 2 дня Башкортостан уже принял 400 здоровых вахтовиков с ЧНД. До этого 50 человек были вывезены в Омск, ранее 44 человека были вывезены в Ямало-Ненецкий автономный округ, в город Ноябрьск и 61 человек в стационары Якутии. Парламент Якутии обратился в прокуратуру из-за недостоверной информации о массовом заражении депутатов коронавирусом. Само собрание продолжит свою деятельность. Ранее у депутата регионального парламента в Якутске выявили коронавирусную инфекцию. Контактировавшие коллеги и члены правительства республики определены, а информация о массовом заражении депутатов, которая распространилась в сети, является недостоверной. Анализы членов Госсобрания на коронавирус показали отрицательные результаты. В ЛТУМН отметили, что в текущей ситуации все должны более ответственно относиться к своему делу, формируя объективную и достоверную информацию. Пандемия коронавируса серьезно осложнила взаимоотношения между российскими регионами. Из-за распространения инфекции и режима самоизоляции отменяются визиты делегаций и различные совместные мероприятия. Не стало исключением и сотрудничество Якутии с Республикой Крым, но, несмотря на все трудности, диалог не прекращается. Подробности расскажет наш крымский СОБКОР Денис Тишин. Более 1,5 века Якутию и Республику Крым связывают самые тесные взаимоотношения. От истории, культуры и туризма до социально-экономического сотрудничества. И эта связь не прерывалась даже в самые сложные времена. Якутяне защищали Севастополь в Первую Крымскую войну, освобождали полуостров в Великую Отечественную, а в украинский период проходили службу на Черноморском флоте, на подводной лодке «Алроса». После возвращения Крыма и Севастополя в состав России руководство Якутии и Крымского полуострова заключили официальное соглашение о сотрудничестве, которое действует и сегодня. Продолжение – это оздоровительный отдых северян, налаживание межрегионального туризма. Это, понятное дело, что обмен поставками продукции северного региона, это там рыба и дикорастущие ягоды. А со стороны Республики Крым это все, что здесь произрастает, и в том числе и винодельческая продукция. В 2018 году власти Крымского полуострова и компания «Железные дороги Якутии» договорились о реконструкции железной дороги от Крымского моста до города Евпатория. А в апреле 2019 года по инициативе постоянных представителей Якутии и Крыма Андрея Федотова и Георгия Мурадова в городе Керчь прошло мероприятие «Мост дружбы» в поддержку строительства Ленского моста. Приехали наши земляки из Москвы, представители Воспредства, и это мероприятие прошло на очень высоком уровне. Был совершен автопробег между Таманским берегом и Керчью, и прошли праздничные мероприятия на горе Митридат. В
последнее время сотрудничество Якутии и Крыма осложняется введенными Западом санкциями и пандемией коронавируса. Однако даже в таких непростых условиях связь между двумя регионами не прерывается. 14 апреля ждали на территории Крымского полуострова группу волонтеров, ребят из Москвы, якутяне, которые учатся в Москве, для того, чтобы проехать по местам боевой славы наших земляков в городе Керчи и в городе Севастополе. Ну, пока это мероприятие были вынуждены отложить. Но, тем не менее, мы эту тему не оставляем. И вот как только эта возможность появится, мы все равно это все организуем. Также в планах представительств Якутии и Крыма на 2020 год создание Крымско-Якутского торгового дома, а также этнографического комплекса «Мост дружбы» в городе Феодосия. И эти намерения не пустой звук, а прямое подтверждение крепких отношений между двумя регионами. Денис Тишин, Республика Крым. К другим темам. Как нам стало известно, в селе Мурья Ленского района размыло трассу. К этому привел прорыв дамбы. Об этом сообщает ТАСС. По предварительной информации, эта дамба является объектом Алроса. Угрозы для жизнедеятельности населения на данный момент нет. Министр МЧС России Евгений Зиничев завтра посетит Ленский район Якутии. Он проверит готовность к чрезвычайным ситуациям и обстановку на реке Лене. На территории района работает межведомственная оперативная группа номер 1 «Лена». На дежурстве в городе Ленске находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационного спасательного центра. По последним данным, всего на реках Якутии обеспечивать безопасность этой весной будут порядка 16 тысяч человек и более 2000 единиц техники. Как мы сообщали ранее, на сегодняшний день активная фаза ледохода проходит по территории Ленского района Якутии. Нижняя кромка наблюдается в 20 километрах ниже населенного пункта Турукта, а верхняя в 20 километрах ниже города Ленска. Критических уровней воды не зарегистрировано. Протяженность ледохода составляет 100 километров. За сутки он продвинулся на 10 километров по течению. Всероссийская народная музыкальная акция «Окно Победы» 9 мая состоится. Участие в ней примут профессиональные музыканты Якутии и любители музыки. Суть акции в том, что россияне должны исполнить песню «День Победы» из окон и из балконов своих квартир и домов. Начало в 12:00 по местному времени. Необходимо выложить видео выступления в социальных сетях с хэштегом «Окно Победы». Акция проводится при поддержке Российского национального музея музыки и Государственного российского дома народного творчества. Как сообщили в региональном Минкульте, в Якутии духовой оркестр филармонии уже записал музыку. Видео же записи исполнения симфоническим хором филармонии будут смонтированы в видеоклип. Также планируется участие в акции духового оркестра Высшей школы музыки, духового оркестра Якутского музыкального колледжа и Национального оркестра театра танца. Также в Якутии в рамках федерального проекта «Историческая память» проведут акцию «Голубь мира, голубь победы». Существует традиция выпускать белых голубей как символ мирных намерений. Жители Якутии также могут смастерить своего голубя. На нем можно написать имя ветерана, указать подвиги дедов и бабушек или сердечные пожелания и напутственные слова будущему поколению. Фантазия и творческие возможности не имеют ограничений. В День Великой Победы 9 мая в 19:00 после минуты молчания всем жителям страны будет предложено исполнить песню «День Победы». В этот момент каждая семья, выйдя на балкон или во двор своего дома, или встав у окна, показывает миру фотографию с портретами ветерана и своего голубя мира, голубя победы. О тех людях, которые отдали с праздником Победы, и призываем вас. Очень важно сегодня помнить о том, что победа нам далась очень тяжелой ценой. Весь советский народ, все народы Советского Союза понесли очень большие потери. Поэтому кому, как не нам, хорошо известно, что такое война и чего стоит мир, какой ценой дается мир. Поэтому мы, конечно же, поддерживаем вот эту акцию «Голубь мира, голубь победы», которая сегодня будет стартовать 9 мая. И я уверен, что многие якутяне присоединятся к этой акции, потому что вот голубь как символ мира, он всегда был с нами, и мы ассоциируем с голубем и все народы мира.
Говоря о мероприятиях в соседних регионах, к празднику артисты ансамбля Тихоокеанского флота во Владивостоке проводят серию персональных концертов. Их организуют для ветеранов войны во дворах домов, где проживают герои. Концерт был дан мичману Василию Левадо, которому недавно исполнилось 97 лет, и старшему мичману Юрию Скрипнику. Так ансамбль наряду с коллегами из Южного военного округа приносят праздник ветеранам, которые сейчас находятся на самоизоляции. Василий Сергеевич, от всего коллектива ансамбля песни и пляски желаем вам счастья, крепкого здоровья, долголетия, добра и благополучия. С наступающим Днем Великой Победы! На этом пока все новости. До встречи в следующем часе.